Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Качканбаева Чулпан Дүйшенбаевна. Предлагаю вашему вниманию видеокурс по дисциплине финансы. В ходе сегодняшнего курса мы рассмотрим следующие темы. Тема номер 1 – это введение в курс, назначение, предмет и структура курса финансы. Тема номер 2 – сущность, возникновение и функции финансов. Третья тема – финансовые ресурсы и источники их формирования. Четвертая – финансовая система и характеристика ее звеньев. Пятое – финансовая политика и финансовый механизм. Финансы являются одним из ключевых в изучении экономики. Это объясняется тем, что финансовые отношения тесно связаны с экономическими отношениями. Финансы являются основной частью человеческой деятельности. Роль финансов состоит в том, что они связывают все виды человеческой деятельности, которые отделены друг от друга во времени и в пространстве. Финансы позволяют субъектам использовать ресурсы других субъектов. Изучив курс «Финансы», вы поймете содержание финансовых отношений и их функции в экономике, сможете объяснить, как работают и для чего используются основные финансовые инструменты, с помощью которых субъекты взаимодействуют друг с другом, усвоите наиболее важные и часто используемые финансовые термины, получите представление о финансовой системе национальной экономики, финансовых посредниках и рынках. Научитесь читать и понимать финансовую информацию. Поймете специфику финансов предприятий и государства. Освоите начало техники финансового анализа и планирования. Научитесь учитывать в своей деятельности факторы неопределенности и риски, влияние времени на стоимость денег и альтернативные возможности. Тема номер 1. Сущность, возникновение и функции финансов. По этой теме мы рассмотрим следующие вопросы. Понятие финансов и их место в системе экономических отношений. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. Основные функции финансов, их проявление и развитие в условиях рынка. Роль финансов в развитии экономики. Содержание финансов вытекает из тех функций, которые финансы выполняют в экономической системе. Если производство обеспечивает создание благ для общества, то финансы играют основную роль в распределении создаваемых благ между субъектами общества. Термин «финансы» означает доход и денежные средства. Финансы – это экономическое отношение по поводу формирования и использования денежных средств и накоплений экономических субъектов на всех уровнях воспроизводственного процесса. Та часть экономической деятельности, в которой создаются и доставляются товары и услуги потребителям, называется реальной экономикой или реальным сектором. Другая часть экономики, которая обеспечивает движение товаров и услуг, называется финансовым сектором. Финансы взаимосвязаны со всеми важнейшими экономическими категориями – деньгами и инфляцией, кредитами и процентными ставками, доходами и расходами, прибылью и рентабельностью, фондами, бюджетами и налогами, сбережениями и инвестициями, неопределенностью и риском, страхованием, планированием и прогнозированием, ценными бумагами, платежным балансом и многими другими. Финансы связаны со многими экономическими категориями, например, как инвестиции, сбережения, уровень благосостояния, экономический рост и другие. Различают разные функции финансов. Главными из них являются воспроизводственная, распределительная и контрольная функции. Роль финансов состоит в обеспечении всех субъектов экономических отношений денежными средствами для удовлетворения их потребностей, осуществление простого и расширенного воспроизводства, регулирование отраслевой и территориальной структуры экономики, проведение финансовой политики и стимулирование экономической деятельности. Тема номер 2. Финансовые ресурсы, их виды и источники. По этой теме мы рассмотрим следующие вопросы. Понятие финансовых ресурсов, источники формирования финансовых ресурсов, характеристика вида финансовых ресурсов государства, характеристика вида финансовых ресурсов предприятия, направление использования финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы – это совокупность денежных средств, финансовых активов, которыми располагают и распоряжаются субъекты экономических отношений. Финансовые ресурсы можно классифицировать по различным признакам. Например,
По их собственником может быть государство или частные лица. Исходным источником всех финансовых ресурсов на национальном уровне является сумма всей созданной в экономике страны добавленной стоимости, иначе валовый внутренний продукт. Центральное место в финансах государства занимает государственный бюджет и государственные небюджетные фонды. Государственные финансы формируются за счет налогов, сборов, таможенных пошлин, займов, государственных облигаций, доходов от государственных предприятий, доходов от приватизации государственной собственности. Налоги – это обязательные безвозмездные платежи, взимаемые с организаций и физических лиц в целях обеспечения деятельности государства. Вторая группа ресурсов государства формируется за счет неналоговых доходов. К ним относятся доходы, получаемые за счет продажи государственной собственности, республиканских и местных органов власти, доходы от имущества, находящиеся в государственной собственности, штрафы, конфискации, платежи и сборы. Третий источник – это государственное заимствование в банковской системе и у частных лиц внутри и вне страны, которые образуют государственный долг. Государственный долг – это сумма задолженностей по выпущенным и непогашенным государственным займам, включая проценты. Государственные займы – практически постоянно используемый инструмент пополнения финансовых ресурсов государства. Дотации – это средства, предоставляемые данному бюджету из бюджета вышестоящего уровня в порядке бюджетного регулирования без целевого назначения для финансирования вопросов местного значения. Субвенции – это денежные средства, выделяемые данному бюджету на конкретные цели и на определенный срок из бюджета вышестоящего уровня и подлежащие возврату в случае неиспользования их по целевому назначению в установленный срок. Финансовые ресурсы коммерческих предприятий формируются за счет средств, полученных предприятием от собственников при формировании уставного капитала и при его расширении, средств, полученных в результате собственно-хозяйственной деятельности, доходов от долевого участия в других организациях, амортизационных отчислений, увеличение кредиторской задолженности и уменьшение дебиторской задолженности, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей, полученных страховых возмещений, субсидий из средств государственного бюджета и внебюджетных фондов, отраслевых и межотраслевых целевых фондов, кредитов, суд и займов, полученных от государства, юридических и физических лиц, средств от эмиссии и продажи долговых ценных бумаг, средств, полученных от спонсоров и благотворительных взносов. В целом направление использования финансовых ресурсов определяется целями экономических субъектов. Например, государство использует свои финансовые ресурсы на финансирование здравоохранения, образования, на развитие науки, искусства, на оборону, на социальную защиту и на другие цели. Предприятия используют свои ресурсы на получение прибыли и для расширения производства. Люди используют свои финансовые ресурсы на поддержание своей жизнедеятельности и улучшение благосостояния. Тема номер 3. Финансовая система и характеристика ее звеньев. А по этой теме мы рассмотрим следующие вопросы. Финансовая система и ее структура, финансовые посредники, финансовые рынки, инфраструктура финансовой системы. Финансовая система включает в себя рынки, посредников, фирмы, предоставляющие финансовые услуги и другие организации, с помощью которой домохозяйства, частные компании и правительственные организации реализуют принимаемые ими финансовые решения. Любая национальная финансовая система включает в себя следующие элементы. Экономические субъекты, участники финансовой системы, которые пользуются ее услугами, посредники между субъектами, которые обеспечивают потребности субъектов в финансовых ресурсах, финансовые рынки, на которых осуществляется обмен финансовыми ресурсами, финансовая инфраструктура, орган управления и регулирования финансовой системой. Центральным элементом финансовой системы являются посредники, которые предоставляют свои финансовые услуги. К таким посредникам относятся коммерческие банки, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные банки и фирмы, вкладывающие капитал в венчурные компании. В финансовую систему также входят налоговая система, бюджетная система и внебюджетные фонды.
На национальном уровне главными посредниками являются Национальный банк, государственные страховые компании и специальные фонды. На национальном уровне главными посредниками являются международные финансовые организации, например, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Азиатский банк развития и другие банки. Они выполняют две основные функции. Это обеспечение стабильности финансовой системы и помощь развивающимся государствам. Финансовые рынки – это рынки, на которых и с помощью которых происходит перераспределение свободных финансовых ресурсов между различными субъектами экономики путем совершения сделок с финансовыми активами. Основными типами финансовых активов являются деньги, долговые обязательства и ценные бумаги. К долговым обязательствам относятся корпоративные и государственные облигации и векселя. Облигация – это ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцам средств и подтверждающая обязательство возместить ее номинальную стоимость в определенный срок и с уплатой фиксированного процента. Акция – это ценная бумага, свидетельствующая о внесении средств на создание и развитие акционерного общества и дающая право ее владельцу на получение дивидендов на активы корпорации после выплаты всех остальных финансовых обязательств и на участие в управлении. Акции – это требование собственников фирмы на часть ее активов. Ответственность по обыкновенным акциям ограничена. Денежный рынок – это рынок краткосрочных долговых обязательств. Сегментами денежного рынка являются рынок краткосрочных кредитов в банках, фирмам, валютный рынок, рынок краткосрочных государственных ценных бумаг, межбанковский рынок и вексельный рынок. Другая часть финансового рынка – это рынок капиталов. Рынок капиталов – это часть финансового рынка, на котором осуществляется торговля долгосрочными долговыми обязательствами и акциями. Функция рынка капитала состоит в том, что он обеспечивает аккумулирование и перемещение свободных финансовых ресурсов на инвестиционные цели. Двумя сегментами рынка капиталов являются рынок долгосрочного кредитования и рынок ценных бумаг. Тема номер 4. Финансовый механизм и финансовая политика. По этой теме мы рассмотрим следующие вопросы. Содержание и значение финансовой политики, финансовый механизм и его элементы, роль финансового механизма в реализации финансовой политики. Финансовая политика – это составляющая экономической политики, основанная на использовании финансовых ресурсов, методов и инструментов. Финансовая политика включает несколько относительно самостоятельных направлений: денежно-кредитная политика, валютная политика, налоговая политика, бюджетная политика и амортизационная политика. Финансовая политика на предприятии включает политику управления финансовыми активами, обязательствами и капиталом, политику управления издержками, в том числе заработной платой, задолженностью, расчетами и с поставщиками, кредитную политику, инвестиционную политику, амортизационную политику и учетную политику. Финансовый механизм – это совокупность средств, инструментов, методов, процедур и правил, обеспечивающих организацию планирования и стимулирования финансовой деятельности. Примерами элементов финансового механизма могут служить организация бюджетного процесса, финансовое планирование, нормы и правила выполнения отдельных финансовых операций, например, кредитование, меры и инструменты стимулирования отдельных направлений экономической деятельности, например, экспорт, привлечение капитала, строительство жилья, стимулирующая система оплаты труда и хозяйственное законодательство и так далее. В финансовом механизме можно выделить несколько блоков. Первый блок – обеспечение выполнения всего цикла функций управления финансами субъекта, например, подготовка информации, анализ состояния, оценка среды, разработка прогнозов, разработка стратегии, тактических и оперативных планов, оперативное управление и контроль. Второй блок – конкретные механизмы реализации отдельных процессов или использования отдельных инструментов, включая его организационное, методическое, техническое и кадровое обеспечение. Например, существуют свои специфические процедуры для каждого вида кредитования, расчетов, валютно-обменных операций, сделок с ценными бумагами, целевого финансирования и так далее. Третий блок
Правовое обеспечение финансовой деятельности. Уважаемые слушатели, на этом мы закончили первый раздел курса. Чтобы закрепить полученные знания, можете ответить на следующие контрольные вопросы. Спасибо за внимание.